В большой семье, в крестьянской сакле скромно, под солнцем, плывшим в утреннем дыму, родился в дагестанской автономной мальчишка, неизвестный никому. Он рос над облаками снеговыми, где у людей бесстрашные сердца, и, как ягненок, рожками своими гордился родом своего отца. Уважаемые гости, коллеги, ребята, друзья, в этом году мы отмечаем со всем Дагестаном, с поклонниками поэзии поэта мира и планеты Расула Гамзатова столетие. Наша библиотека тоже не осталась в стороне. Вашему вниманию мы предлагаем мероприятие «Дагестан – моя любовь, моя клятва, моя мольба и моя молитва». Расул Гамзатов – это великий человек, человек с незаурядными способностями, которого любит вся наша страна, все прогрессивное человечество. Мы все гордимся. Расул Гамзатов является истинным аварцем, любивший свой народ, свою родину, свой Дагестан. Давайте посмотрим, какая у него была жизнь. Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в ауле Цадах Хунзахского района, в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. По определению Николая Тихонова, самого острого ума современной аварии, горца, блестяще владевшего арабским языком и приобщенного богатством восточной культуры. По окончанию Буйнакского педучилища Расул Гамзатов работал учителем в родной школе. В 1945 году поступил в литературный институт имени Максима Горького в Москве. В 1950 году Гамзатов был избран председателем и до последних дней жизни возглавил Союз писателей Республики Дагестан. Был удостоен звания Героя социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат государственных премий, народный поэт Дагестана и удостоен ордена святого апостола Андрея Первозванного, высшей награде нашей страны. Его книги переведены на 79 языков мира. Вот это некоторые этапы его жизненного пути поэта. «Не мы выбираем родину, — говорил поэт, — она выбрала нас. Нет орла без неба, форели без горного ручья, тура без крутой скалы». Сейчас про Дагестан нам мой читатель прочитает стихотворение. Расул Гамзатов, мой Дагестан, когда я, объездивший множество стран, устал с дороги, домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору зашел я из той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил. Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, в любви тебе редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь поблекнет 100 крат повторенное слово. И если тебе всякий сын этих мест, крича, как расшата, в любви будет клясться, то каменным скалам твоим надоест и слушать и эхом вдали отзываться. Когда утопал я в слезах и крови, твои сыновья, говорившие мало, шли насмерть, клятвой сыновей любви звучала жестокая песня.
песня кинжала. И после, когда затихали бои, тебе, Дагестан, мой любви настоящий, клялись молчаливые дети твои, стучащей киркой и косою звенящей. Веками учил ты всех и меня трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил, что слово дороже коня, а горцы коней не седлают без дела. И все же, вернувшись тебе из чужих, далеких столиц, горделивых и лживых, мне трудно молчать, слыша голос твоих, поющих потомков и гор горделивых. Большое место в своем творчестве Расул Гамзатов уделял родному языку, родному народу. Для меня, говорил поэт, языки народов как звезды в небе. Но пусть сияют звезды, пусть у каждого человека будет своя звезда. Я люблю свою звезду, мой родной аварский язык и мой народ. Люблю тебя, мой маленький народ. Умеешь ты печаль сурово встречать без слез, без суеты, и без веселья показного умеешь радоваться ты. И не твои ль напевы схожи с полетом медленным орла, а пляски всадником, чья лошадь летит, забыв про удела. Характер гордый твой не стерся, и в речи образность живет. О, как люблю я сердцем горца тебя, мой маленький народ! В теснине горной, где повита туманом кряжестая цепь, душа твоя всегда открыта и широка всегда, как степь. Живешь, с соседями не ссорясь, ты снял свой дедовский кинжал, и я уже не темный горец, и ты иным сегодня стал. У ног твоих гремят составы, с плеча взлетает самолет. Люблю, как сын большой державы, тебя, мой маленький народ. Виктор Астафьев в письме, который написал Расулу Гамзатову: «Как прекрасно, как высоко и величаво вы написали о матери. Как сам вспоминает Расул, я часто спрашиваю у матери, где Дагестан? У тебя в колыбели, отвечала мудрая мать. Ах, сколько стихов поэт посвятил матери, и сколько песен и поэм. Как у каждого человека первой и главной женщиной в жизни поэта была мама. Для меня и в радости, и в горе ты была надежной, как скала. Звезды в ночи, утренние зори, все ты все сердцем, мама, вобрала». Дорогие ребята, давайте послушаем колыбельную, которую написал поэт. Хохотута, хохотута, среди черного хребта, вентин месяцем двурогим, бык из черного гурта. Спи, сынок, еще ты мал, преградил тропу обвал, пробивать ушел дорогу, твой отец за перевал. Хохотута, хохотута, гуще конского хребта, над вершиной белоглавой тьма полночная пуста. Речку спи, не дожди, я прожму тебя к груди, под обвал попасть ночью, Бог тебя не приведи. Хохотута, хохотута, совесть у отца чиста, но черны и слепы камни, что швыряет высота. Спи, сынок, еще ты мал, день рождения кинжал в колыбель твою положен, чтобы ты мужчиной стал. Известие о смерти матери пришло, когда Гамзатов был в Японии. Он обращается ко всем детям, у кого мама еще живы. И если стали сердцем вы суровы, будьте, дети, ласковые с ней, берегите мать от злого слова. Знайте, дети, ранят всех больней. Не надо мне лекарств и докторов, и вы, чьи матери покуда живы, не тратьте на меня сердечных слов. Казаться будут мне они фальшивы. Я не виню вас, не питаю зла, но участие ваше не поможет. Покуда мать моя была жива, я сострать был не способен тоже. Чем тех жалеть, кого уже нет живых, чем плакать, соучаствуя со мною, щадите лучше матерей своих, от собственных несгод, от бед чужих, оберегайте их любой ценою. Я прошу вас и ныне, и всегда, вы матерей своих щадите милых, не то, поверьте мне, вас ждет беда, себя вы не простите до могилы. А я вдруг задыхаюсь среди дня, вдруг просыпаюсь с криком среди ночи. Мне чудится, что мать зовет меня. Мне кажется, я слышал крик
Сыночек, вы, приходящие ко мне сейчас, велик ли порог от ваших взглядов слезных? Своих живых я заклинаю вас, щадите матерей, пока не поздно. Песня 8, которую написал Расул Гамзатов, монолог будет читать мои читатели. Что случилось, брат мой? Что тебя тревожит? Старшая сестра моя, все чаще провожу с тобою вечера. У постели мамы уходящей ты сидела, старшая сестра. Я далеко был, а ты с любовью, не смыкая утомленных глаз, наклоняясь к маме изголовью, материнский слушала наказ. Ты скажи, сестра, скажи мне прямо, завершая трудный путь земной. Верно, горько жаловалась мама, что не едет долго сын домой. От нее я не слыхала жалоб, не срывался с губ ее упрек. Раз она вздохнула, прибежала, когда весна скорее на порог. Говорила, долго до рассвета, что сегодня, солнце или туман? Неужели журавли до лета прилететь забыли в Дагестан? Ты скажи, сестра, вспомни точно, что еще тревожило ее. Что сказала? Только спросит, дочка, как в ауле-то? Житье, бытье. Может быть, родился в эту зиму мальчик или девочка в сада? И еще, далеко ли Хиросима? Верно, там большие холода. Старшая сестра, скажи, кое слово, тотчас последний свой, сказала мать. Что сказала? Ничего такого. Люльку попросила показать. Старой люльке пустовать не нужно. Без детей, мол, в доме нет тепла. Прошептала дам, живите дружно, помните меня. И умерла. Не смыв с лица пороховую копоть, мы нежность копим под огнем в сердцах, под дверь свинца при стрелянном окопе. Твое письмо читали без конца. Я повидал опасностей немало, не раз был ранен, хоронил ребят, но на войне, любясь больше мама, не за себя тревожишь, за тебя. Наш дом, бывало, снегом засыпало, а ты устала, раздувала печь. Чурек испечь всю ночь не засыпала, не доедала, чтоб детей сберечь. И вновь, скучая долгими ночами, не спишь за чаем, слушаясь дождь. И жжет рак, и постречать не чая, меня седая от печали ждешь. Прости, но жить бы я не смог иначе, когда народ, мужая и скорбя, горячий бой с палачей сворой начал, за жизнь любовь означит за тебя. Меч обнажив 4 трудных года, за каждый миг жизнь сполна прожив, в чужих краях мы шли в огонь и в воду, форсировали сходу рубежи. Мне тишина отныне только снится, и от врага, и смерть в 2 шагах. Мечтаю, как махмутовой страницы, я наугад открою на лугах. Солдатский путь ведет меня на запад, где, побывав в кровавых лапах пса, леса и травы потеряли запах, смердит роса, померкли небеса. Неся свободу городам и пашням, на безопасность совесть не менял. И все ж на страшной перекличке павших пока что смерть не назвала меня. Но знай, судьба солдатская капризна. Мы платим кровью за любую 5. Когда б ты, мать, дала мне 10 жизней, я б смог отчизне разом их отдать. Прости за это краткое известие фашистских бестий, разгромив с войны. Я с честью ворочусь с друзьями вместе, твоей не опозорив седины. Его стихотворение «Журавли» стало одной из самых великих песен XX века. Эта песня преклоняется перед памятью всех погибших и предостерегает человечество от новых войн. Песню исполнит мой читатель в нашей библиотеке Фейзулаев Имам.
землю нашу полегли когда-то, ах, превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит и летит по небу плен усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же земле. Из-под небес, под птичьи окликаясь, всех вас, кого оставит на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Одним из самых ценных качеств человеческих отношений Расул Гамзатул считал дружбу. Он говорил: «Я счастлив тем, что в течение стольких лет смог сохранить старых друзей и протянуть руку новым. Этими друзьями являются мои учителя, доктора, летчики, композиторы, переводчики, горцы, ульчане, словом, все люди, без которых бы не было бы меня». Я слышал, что стихами Авиценна писал рецепты для больных людей. Я слышал, что излечивал мгновенно больных своей музыкой Орфей. А я не врач, не сказочный целитель, но все же людям дать могу совет. Друг друга по возможности любите. Любовь вас снадобье от наших бед. И хоть не все, я знаю в нашей воле, не всякий любящий неуязвим, но чем сильнее любит он, тем более. Он хочет быть здоровым и живым. Мне кажется, и я живу доколе, тебя люблю я и тобой любим. Знай, мой друг, в вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенным, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился, и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших дней и лет легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда другей. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не беги его, беги дорогу, и коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Скольких в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. И сейчас, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И сейчас я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды и не простившие меня. Если ты кунак, то мой порог ждет тебя, сдувая облака. Если ты от жажды изнемог, то моя река, твоя река. Если даже на дворе черно, встречу сам, подай лишь только знак. Вот мой хлеб, вот розы, вот вино, все, чем я богат, твое, кунак. Холодно, сядь ближе к очагу, я получше разожгу кизяк. Голодно, не сетуй, помогу, полем поделюсь с тобой, кунак. Если станешь таять, как свеча, проклиная рану или недуг, я успею привести врача, кровь моя твоею станет, друг. Если страшно, мой возьми кинжал и носи, повесив на боку. Если ты, кунак, затасковал, станем вместе разгонять тоскун. Пал скакун, вот мой почепроком, мчись, скачи и самым хмурым днем оставайся верным кунаком, будь я на коне или под конем. У него много было друзей и почитателей его таланта. Давайте послушаем, что о нем говорили писатели и поэты. Михаил Луконин. Расул Гамзатов – природный поэт. Он полностью принадлежит поэзии, как и она ему. Поэзия полностью воображает его, и он сам ничего от нее не скрывает. Поэтому она так полнокровна. Александр Твардовский. Поэзия Расула Гамзатова лирична самой своей природе. Ему чужды те черты, которые, к сожалению, присущи некоторым нашим современным поэтам. В его поэзии нет оттенка самовосхваления. Чудесным качеством является юмор, обращенный как бы к себе. Это сразу подкупает читателя. Это редкое качество, отличающееся настоящий талант. Лара Журавлева. Песня о матери. Песня о матери, 1-8. Их 13 поэт написал. В каждой песне беседовал с мамой и жалел, что не все ей сказал. Та поэма им названа «Шалью», а на ней, что ни слова узор. Шаль цветастая, мама живая, в окружении гор и цветов. Он просил траву, что в летний день мама для коров в горах косила, чтобы отпустилась и одела мягкой зеленью могилу. Обращался к солнцу, чтоб раннюю могилу стала, разделила б тем его печали, те, что в сердце залегли, как камень. Судьба Расулу уготовила немало, планеты стон и звон колоколов познал. Он хранил отца, оплакивал братьев, но больше всех смерть маму потрясла. Расулу с нами больше нет, он журавлиной стаей, порой плывет в небесной синем мгле, и с высоты печаль напевает те песни, что сложил нам на земле. Прости, Расул, тебя я потревожила, иначе б не смогла спокойно жить. Твоя поэма мою душу растревожила, и ты по праву бессмертия заслужил. Не прошло и 2 месяцев, как вся республика и страна широко отметила 80-летний юбилей поэта в 2003 году. Как все дагестанцы рукоплескали многогранному таланту Расула Гамзатовича. И вдруг печальное известие. 3 ноября 2003 года после продолжительной болезни ушел из жизни большой поэт с открытым и добрым сердцем. Но остались его стихи, которые учат нас мудрости и человечности. Расул Гамзатов сказал: «Самые красивые кувшины делают из обычной глины, так же, как прекрасный стих создают из простых слов». Его стихи были простые и доступные для каждого человека. Его творчество переполнено любовью к жизни, людям, земле, миру. Он был беспощадным борцом против злого, низкого, ничтожного на земле. Дорогие гости, дорогие друзья, давайте стоя почтим память
великого поэта, ушедшего 20 лет назад, но оставившего след на земле и в наших сердцах. Пусть живет и процветает поэтическая держава, имя которой Расул Гамзатов.